Салям алейкум. От болезней, связанных с образованием тромбов, умирает каждый 4-й человек на Земле. При этом каждый второй не знает об их причинах и симптомах. Эту тему сегодня мы пригласили обсудить врача-терапевта, кардиолога Теслиме Ибрагимову. Салям алейкум, Теслиме. Алейкум салям. Итак, что же такое тромб? Тромб – это образование кровяного сгустка в просвете кровеносного сосуда в ответ на активацию системы свертывания крови в результате повреждения этого сосуда. Тромбы могут образовываться как и в артериях, так и в венах. Артерии, которые несут кислород с кровью из сердца к органам, а вены из органов к сердцу. Сам процесс образования тромбов называется тромбозом. Вот причины возникновения тромбоза. Причин возникновения тромбоза очень много. Это и сердечно-сосудистые заболевания, это и варикозная болезнь нижних конечностей, это ожирение, сахарный диабет, атеросклероз, травмы. У длительно лежачих больных тоже может образовываться тромбоз. Угу. А какие клинические симптомы у тромбоза? Одной из, если мы будем брать, что в основном тромбоз у 95% с болезнями варикозной болезнью нижних конечностей, глубоких вен, например, мы можем относить такие симптомы, как покраснение голени, одной из голеней, отек, боль, возможно снижение температуры, она может быть холодная на ощупь. Если замечаются такие симптомы, незамедлительно нужно обращаться или в больницу, или вызывать скорую помощь, и чтобы определить дальнейшую тактику лечения экстренную. Какие методы обследования на сегодняшний день существуют, чтобы диагностировать тромбоз? Значит, одно из самых быстрых, надежных скрининговых исследований – это УЗИ. Значит, нам позволит определить наличие тромба в просветах сосудов и определить дальнейшую тактику лечения. Очень часто мы слышим, что человек умер, оторвался тромб. Да, вот чем опасен тромбоз? Ну, наверное, каждый из вас слышал, что в семье у близких, у родственников, знакомых бывают такие случаи, что вот был мужчина здоровый, красивый, лет, например, 55, и резко умер. Конечно же, в такой диагноз мы подразумеваем, что оторвался тромб или произошел тромбоз, тромбоэмболия, но опять же, просто так на ровном месте это происходить не может, потому что, как я уже сказала, есть заболевания, которые могли предшествовать этому, то есть тоже атеросклероз, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. И, конечно же, оно не за один день формировалось длительно, просвет сосуда заполнялся, закупоривался тромботическими массами. И вот одно из, допустим, дней, когда, возможно, была физическая нагрузка, эмоциональный стресс, возможно, да, какие-то повреждения, сформировало отрыв тромба и привело, допустим, к летальному исходу. Если мы наблюдаем признаки тромбоза, незамедлительное лечение, чтобы максимально быстро ускорить процесс растворения тромба и вернуть человека в нормальное состояние, здоровое. Конечно же, это сложно, потому что процесс тромбоза очень опасен. Но на сегодняшний день есть очень хорошие лекарства, которые могут помочь произвести профилактику образования тромбозов, также незамедлительно при быстром экстренном обращении к врачу растворить этот тромб, помочь человеку обрести нормальное самочувствие, хорошее. На сегодняшний день, кроме УЗИ, какие еще методы диагностики тромбов есть? То есть, если я на сегодняшний день не жалуюсь ни на что, но хочу проверить себя на наличие тромбов в организме? На данный момент есть очень хороший скрининг биохимического анализа крови, то есть конкретно коагулограммы, где врач может определить наличие, возможно, тромба, возможного улучшения состояния, то есть растворяется тромб, то есть динамику лечения проверить и, если нужно, назначить определенные препараты. Скажите, пожалуйста, ситуация с образованием тромбов на сегодняшний день усугубилась в связи с коронавирусом?
Да, к сожалению, усугубилось, потому что коронавирус не оставил без последствий населения, и те же тромбы, онкология и различные заболевания, тоже, опять же, повторюсь, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, они, конечно, увеличились в разы, больных таких очень много, но своевременная профилактика может помочь или максимально его замедлить. Скажите, пожалуйста, какие меры профилактики существуют и какой образ жизни желательно вести, чтобы тромбы не образовывались или же не несли опасности для жизни? Ну, начнем с самого легкого. Конечно же, это активный образ жизни, это отказ от алкоголя, наркотиков, курения, что очень важно. Конечно же, это питание, которое, к сожалению, у нас сейчас у всех не очень хорошее, потому что очень много пищевого мусора, можно сказать. То есть это различные фастфуды, газировки. Вот это всего нужно исключить. Это все нужно исключать из своего рациона и заботиться, конечно, о своем состоянии. Обильное питье, то есть питьевой режим должен тоже присутствовать в организме в достаточном количестве. Какие показатели должны насторожить, чтобы сдать уже следующий анализ на наличие тромбов? Вот холестерин, например. Холестерин обязательно. Так как тромбоз может быть у людей любого возраста, и у ребенка, и у взрослого. И так как я терапевт, моя возрастная категория пациентов начинается с 18 лет, я рекомендую, что каждый год нужно проводить минимальный чекап. Это общий анализ крови, общий анализ мочи, сахар, холестерин, и если нужно, коагулограмму на наличие тромбов, да, или их отсутствие. И по тем же анализам, как сахар крови, холестерин, гемоглобин, мы дальше можем уже определять возможные критерии, да, дальнейшей тактики обследования больного, если нужно. Çok sağ olunuz. Allah razı olsun. Не пренебрегайте советами врача, вовремя проходите обследование и будьте здоровы.